6 декабря в Сочи завершился чемпионат России по марафону. В 4-й раз его выиграла якутянка Сардана Трофимова. Титулованная чемпионка и рекордсменка поделилась с нашей съемочной группой своими впечатлениями о главном старте в сезоне. Чем ее удивила новая трасса и почему после марафона приходится восстанавливаться месяцами. Сардана, привет! Здравствуйте. Первым делом я, конечно, поздравляю тебя с твоей большой победой на чемпионате России. Ты теперь 4-кратная чемпионка. Спасибо большое. Да. Ну и прошло всего лишь несколько дней, да, с начала старта, ну, как он завершился. И какие у тебя, может быть, сейчас ощущения, эмоции? Есть ли ощущение какой-то выполненной задачи твоей? Да, конечно, мы выполнили все задачи, которые мы перед собой поставили. Это, конечно же, норматив олимпийский. Второе – это то, что отстояли титул чемпионки России. И в-третьих, я очень хотела сделать лучший результат сезона. Ну, у меня и так был лучший результат сезона, но я хотела улучшить ее. Вот, у меня это получилось. А вот этот вот олимпийский норматив, почему так важно было его выполнить? Ну, потому что нам дается не очень много времени, чтобы ее выполнить. Ну, московский марафон я бежала как по нормативу, но ее не засчитали. Вот. И если бы я не выполнила здесь, мне бы остался только бежать марафон в апреле. Но 3 марафона в одном сезоне – это очень много. Ну, получается, за короткое время 3 марафона собрать и попытаться хорошо сделать – это очень сложно. Ну вот, поэтому мы старались на этом марафоне выложиться по полной. А что этот статус дает? Вот это возможность участия в Олимпийских играх? Да, возможность участия в Олимпийских играх. Ты вообще оторвалась очень сильно на 3 минуты, да, я как понимаю, от своей ближайшей соперницы. Вообще есть у тебя соперницы внутри российской сборной вот сейчас? Вообще в марафоне нельзя никого недооценивать, потому что марафон такой вид, как лотерея, я всегда это говорю, потому что маленький нюанс, ну это, наверное, может быть кусочек сыра, съеденный тобой вчера вечером, да ладно. Или там что-то такое, ты упустишь какой-то момент и все, ты можешь провалить марафон. Поэтому марафон не надо приходить со 100% готовностью, когда все звезды совпадают, у тебя получается марафон. Вот. То есть все должно как-то совпасть. Да, да. Ты должна даже маленькие нюансы учитывать. Вот. Срок годности всех продуктов, что ты ешь, ну, там, за 3 дня до старта. Вообще у нас диета начинается, ну, если у нас в воскресенье старт, диета начинается с понедельника. Я прочитал в одном интервью или услышал где-то, что ты в Сочи на этой трассе никогда раньше не бегала. И для зрителей давай скажем, что это была трасса Формулы-1. Да. Да, и расскажи свои впечатления, как там бежалось. Ну, трасса мне очень понравилась. Прям очень ровная трасса. Таких трасс, наверное, в России нету. Это самая единственная такая супер ровная трасса, где можно показать вообще лучшие результаты. Но у меня по часам получилось, что трасса длиннее. Вот. Я хотела бы попросить организаторов, чтобы они еще раз замерили ее или сделали какую-нибудь там отметку, по которой выйдет ровно 42 километра. Вот. Ну, да, трасса ровная, погода сочинская очень идеальная для марафона. Поэтому, я думаю, этот марафон, он обязан быть очень хорошо организован. И, ну, чтобы приезжали люди и показывали там свои лучшие результаты. Но все-таки трасса Формула-1, я вот там был, и там она вся огорожена забором сплошняком, да, такой как загон получается. От этого ты дискомфорт никакой не получаешь? Я об этом вообще не подумала. Ну, я бежала, мне было комфортно, и у меня такого чувства даже не было, что я бегу по какому-то загороженному территорию или там. А у некоторых касса было, я потом прочитала интервью, и да, и у некоторых было ощущение, что они бегут по замкнутой пространстве. То есть это им помешало? Они так себя оправдывали, что ли? Не знаю. Я вообще об этом даже не подумала. Ну, мне главное, чтобы асфальт был хороший, и все. Мне надо было выполнить задачу, и вся голова работала в этом направлении.
Вот если ты говоришь, что трасса была идеальная, что такого асфальта в России нет, неужели, насколько зависит и результат, и самочувствие спортсмена от самого качества трассы, да? Мне всегда казалось, что, ну, все, наверное, одинаковые, по большому счету. И насколько это важно вообще? Это очень важно, даже вот просто можно сравнить. Я бежала московский марафон, я была готова даже, можно сказать, немножко лучше, чем вот сейчас в форме, потому что я была свежая, это был первый марафон. Но так как трасса Москвы очень рельефная, есть очень много подъемов, спусков, у меня не получилось показать такой результат, какой я бежала вот, в этом марафоне. Вот такое сравнение можно. То есть холмистая какая-то местность, да? Да, Или конечно, что, это тяжелее. Когда ты поднимаешься в гору, у тебя, конечно, будут ноги забиваться, молочка подниматься, а это будет накапливаться, и это накапливаться. Я вот не понимаю, если все трассы разные, да, в разных там городах, на разных соревнованиях, почему тогда, ну, понятное дело, что тогда на одной трассе легче поставить мировой рекорд, да, а на другой, ну, как бы, ты таких результатов не добьешься, даже если ты, может быть, быстрее там бежишь или что. Ну, вот поэтому есть сертифицированные трассы, которых измеряют, специалисты смотрят их и дают сертификацию. В этой трассе можно, типа, бежать, хорошие результаты показывать. Есть несертифицированные трассы. Вот, отличается этим. Ты как-то рассказывала, что на некоторых соревнованиях на трассе даже некоторые спортсмены могут потеряться. И я вообще, когда Да. это прочитал, я думаю, как так вообще? Но есть такое, да. Вот в Казанском марафоне в 2019 году, когда мы бежали, девочки за нами, мы втроем бежали, лидеры, а мы бежали за велосипедистом. Ну, как бы мы знали, куда бежать, а они не видели. Перед нами ехал автомобиль, ну, с временем. Он, получается, на развороте, ему было сложно как-то двигаться, поэтому он пошел по другой дороге, а девочки же видят не велосипедиста, а машину. Они побежали по той дороге и заблудились. И в этом году тоже говорят, в Казанском марафоне очень многие там блуждали, туда-сюда бегали. Такое возможно, когда вот организаторы не учитывают такие нюансы. Можно там поставить побольше волонтеров, чтобы не показывали, куда бежать. Но ошибки бывают. Ты уже сказала о том, что у тебя было 2 старта уже в одном сезоне, да, и перерыв между ними был совсем небольшой. Это 2 месяца на подготовку. И ты неоднократно уже говорила, что это очень мало. Да, Да, что у очень тебя мало. один вообще старт большой, марафонский в сезон. Почему? Почему он может быть один? И вот как ты смогла вот эти вот 2 месяца до чемпионата России после московского марафона привести себя в форму? Ну, мы заранее знали, что в этом сезоне у нас будет 2 старта, поэтому московский марафон, можно сказать, он был проходящим этапом подготовки к сочинскому марафону, потому что у меня как бы главная задача была в Сочи, ну, чемпионат России, он все равно же важный. Ну и во время подготовки к московскому марафону мы как бы догадывались, что у меня не будет соперников. Может, поэтому и то, что я знаю, что у меня главный старт еще впереди, я психологически была готова пройти еще один этап подготовки. И даже после соревнований, ну, я выложилась там 100%, я устала как никогда в московском марафоне, да. Но после марафона я приехала домой, прошла медобследование, и все данные мне показали, что я не сильно была нагружена. Ну, я очень быстро восстановилась после московского марафона. Может, это психология, может, не может, а точно я знаю, что это очень грамотная подготовка, тренировка тренера, это ее планы. Вот. И вот так вот у нас получилось довести до 2-го старта меня. Ну а все-таки в чем сложность вот после марафона, да? То есть какие нагрузки испытывает организм так, что тебе потом приходится долго восстанавливаться в течение нескольких месяцев? Да, и я читал, что до полугода нужно делать вообще перерыв, да? Или как? Мне нужен месяц, чтобы полностью восстановиться и начать уже втягиваться в новый сезон. Вот. Ну, это ты же истощаешься не во время марафона, а во время подготовки ты уже начинаешь истощаться. И это все надо заполнить, как бы, чтобы не было пробелов в следующем сезоне. Вот.
А этот марафон у нас как-то получилось, да, вот, потянуть форму, можно сказать. Но это мой тренер все сделала. Расскажи про тренера. Это легендарная, конечно же, женщина и спортсменка Татьяна Юрьевна Жиркова, да? Мгм. Ну, я с детства знаю, кто такая Татьяна Жиркова. Я, когда маленькая была, обрезала газеты, где она, и про нее напечатали. Ну, как бы всегда мечтала с ней просто поздороваться, поговорить там. Ну, когда стала уже заниматься спортом, она приходила в манеж, я ее таким восторгом смотрела. Никогда в голову даже не приходило то, что мы будем с ней вместе работать. Ну вот, и так сошлись звезды, что с 2012 года мы начали работать вместе. Она закончила свою карьеру, вот. Ну, она работала в школе высшего мастерства, а я как бы 12-й год для меня такой сложный год был, и мне хотелось, чтобы она меня тренировала. И я начала ее терроризировать. Ну, Татьяна Юрьевна, тренируйте меня. Она говорит, я пока сейчас не могу, типа, у меня нету планов, но я об этом подумаю. Потом опять звоню, Татьяна Юрьевна, потренируйте меня. Ну вот так вот я ее уговорила. Я и моя подружка Буд, которая она вот бежала, 6-я стала в этом сочинском марафоне. Мы как уговорили ее, она согласилась и начала набирать группу выносливости. Вот. И вот она начала как бы свою тренерскую деятельность. Ну и получается первые ласточки у нее. Вот. Мне очень повезло с тренером. Очень-очень повезло. Это моя большая удача, что у меня такой очень грамотный тренер, который меня знает лучше, чем я. Она жесткая или она добрая? Она очень добрый человек, но бывают такие моменты, когда все равно надо держать субординацию. Ну вот она жесткий, но добрый человек. Что ты можешь посоветовать тем людям, которые вот хотят начать участвовать в таких вот марафонах? Все-таки это же не встал и побежал, да? Так нельзя. Найдите очень хорошего, грамотного тренера. Это ваша первая задача. Вот так. А потом дальше тренер знает, что делать. Только хороший тренер. Не простой кто-нибудь. Посмотрите, есть у него диплом, нету, какие результаты у него. Ну, как поинтересуйтесь просто. И какие спортсмены у него. Это даже для любителей, если ты просто хочешь Да, поучаствовать? обязательно нужен тренер. Даже если ты просто хочешь стоять и добежать до финиша, нужен тренер. Марафон это, ну, опасно, когда вот люди просто ничего не делают, потом встают, хочу бежать марафон через 2 недели и стоят на марафон. Это очень опасно для здоровья, поэтому надо подготовиться все равно. И для подготовки нужен тренер, который знает, что делать. Да, Сардана, поздравляю тебя еще раз с твоей победой. Спасибо. Да, желаю тебе всего самого хорошего, чтобы было побольше в новом сезоне, наверное, больших соревнований и больших побед тебе. Спасибо Что большое. пришла. Спасибо.